Выполняя цикл тематических уроков, посвященных Великой Отечественной войне, Государственный архив современной истории представляет вашему вниманию виртуальную выставку «Письма, пришедшие с войны». В выставке представлено более 40 документов из фондов республиканских и районных партийных органов, а также фондов личного происхождения, каждый из которых оцифрован и переведен в электронную форму. Виртуальная выставка «Письма, пришедшие с войны» состоит из следующих разделов: предисловие, письма и список фондов. Чем дальше уходят годы Великой Отечественной войны, тем с большим волнением и бережностью должны мы относиться к документальным свидетельствам, запечатлевшим ее героические и драматические события. Особое место среди них занимают письма фронтовиков, пришедшие с войны. Через личное восприятие авторов перед нами до мельчайших подробностей раскрываются страницы прошлого, мы будто окунаемся в военные будни. Как и всякие другие письма, письма с фронта можно отнести к категории источников личного происхождения, наряду с мемуарами и воспоминаниями. Их объединяет то, что они отражают личный опыт человека, но в отличие от дневника, это отражение не носит регулярного характера. Многое, написанное фронтовиками, в письмах не пропускала военная цензура, созданная 6 июля 1941 года. Военная цензура могла служить также и причиной задержки писем. По этому поводу боец Семенов 4 июля 1943 года в своем письме дает такое объяснение. «Мама и Зина, ваши письма от 19 июня получил только сегодня, то есть с опозданием на 15 дней, а от Фони и Вити доставили мне на 3 дня раньше, хотя они были написаны в один и тот же день. Дело в том, что вы пишете по-чувашски, и тем самым создаете некоторые трудности для цензоров. Так или иначе, из-за военной цензуры мы потеряли целый пласт ценнейшей информации, но все же для военного времени это было необходимостью и довольно оправданной. Сами фронтовые письма, представленные в данной виртуальной выставке, можно разделить на две разновидности. Первое – персональные письма, адресованные родным, близким и знакомым. Вторая – персональные и коллективные письма, адресованные в партийные и комсомольские организации. В письмах первой разновидности можно выделить общие элементы, в которых фронтовики сообщают о своем состоянии. Заверяют в готовности отстоять Родину, интересуются жизнью и здоровьем родных, передают приветы друзьям и знакомым, сообщая о боевой обстановке на передовой. Вот, к примеру, что пишет боец Трофимов в своем письме к сыну. «На войне тоже интересно. Вот смотришь через бинокль, видишь, как наш снаряд падает там, где сидят фрицы. Они разбегаются, по ним стреляют. Вот мы ходим по нашим окопам. От нас фашисты сидят в метрах 200-300, а то и меньше». Также фронтовики в письмах с негодованием рассказывают о зверствах фашистов. Так, в своем письме боец Карзанов от 24 января 1942 года своим товарищам из Чебоксарского горкома ВКПБ пишет: «Чудовищные зверства творят здесь проклятые немцы. Сколько замученных, повешенных, расстрелянных советских людей, сожженных селений. И кроме всех этих зверств, эта армия, как черная стая саранчи, ограбила и объела все население». Письма второй разновидности можно отнести обращение фронтовиков в официальную структуру с просьбами об улучшении материально-бытового положения и оказание помощи их семьям, оказание помощи в поступлении в вузы и техникумы для детей фронтовиков, письма с просьбами для дачи рекомендаций о вступлении в партию. Причем авторы придавали этому вопросу особую важность. Вот что пишет боец Андреев первому секретарю Козловского райкома ВКПБ 10 мая 1942 года. Вполне понятно, что стать коммунистом в дни Отечественной войны и сражаться с врагом как коммунист – это весьма высокая честь для каждого воина Красной Армии. Вместе с тем фронтовики не забывали и поблагодарить руководителей. К примеру, красноармеец Шатров 16 декабря 1942 года пишет секретарю по пропаганде Чувашского обкома ВКПБ об отправленной в часть литературе на чувашском языке следующее. «Посланную вами литературу на чувашском языке я получил, и прочитали все бойцы и командиры из Чувашии. За ваше большое внимание к нам, к вашим землякам, фронтовикам, от имени всех бойцов и командиров Чуваш передаю вам большое красноармейское спасибо». Важно также отметить, что личное эмоциональное содержание писем с фронта было оценено по достоинству советской пропагандой. Именно эта особенность была использована советскими агитаторами и пропагандистами среди солдат
и их адресатов. С этой целью с фронта и на фронт предлагалось писать коллективные письма, адресованные не определенным людям, а членам того или иного коллектива, ученикам школ, работникам заводов, колхозникам, комсомольцам, всем труженикам республики. Такого вида письма представляли собой торжественное обращение, сообщение о подвигах и заслугах с заверением в неизбежности победы и о жертвенном вкладе ради нее авторов писем. У нас бойцы порой лежат в снегу по 5-6 часов, пока не уничтожат врага. Разве можно нас победить? Хотя мы бываем порой в исключительно трудных условиях, особенно зимой в лесу. Но мы уверены в своих силах и в победу над врагом. Мы обязательно победим. Пишет старший политрук секретарю Чебоксарского горкома ВКПБ. В коллективных письмах авторы описывали боевые эпизоды, выражали чувство гордости за успехи Чувашской АССР. Вот, к примеру, коллективное письмо бойцов и командиров Ленинградского фронта. Мы читали 25 ноября 1942 года в центральной газете «Известия», что вы получили Красное Знамя в соревнованиях МОР области. Чем вы могли гордиться за ваши успехи? Этим самым вы помогаете нам в деле быстрейшего разгрома немецко-фашистской банды. Все письма объединяют их общее стремление установить эмоциональную связь с земляками, родными и близкими, столь необходимой на войне. Вот что пишет о значимости писем на войне боец Данилов. Вы знаете, как получишь письма от родных и знакомых на фронте, это одна радость. Ведь это письмо читаешь несколько раз, потому что мы ведь оторваны от мира, живем под землей. Наша жизнь – это ночь. Днем мы не выходим из траншей. Как только показал голову, тебя ждет смерть. Мирных жителей здесь нет, мы одни военные. Я думаю, вы понимаете, какая это жизнь. К этому еще не получать письма, значит тоска, и скука тебя заедает. Действительно, даже пришедшие письма, казалось бы, от незнакомых людей могло вызвать бурю эмоций и радости. Тамуся, письмо, написанное твоей милой и дорогой моему сердцу ручкой, получил вместе с посылкой. Насколько оно старательно, чистосердечно, любовно и просто написано, что я вынужден тоже отдельно тебе, моему милому инициатору, написать записку и отблагодарить за все, Тамусенька. Ей-богу, моя дорогая, нет времени писать больше, а если буду жив и получу от тебя ответ, напишу тебе большое, большое письмо. У нас сейчас идут жестокие бои. Мы бьем немцев и гоним их дальше на запад. Очень рады, очень довольны вашей посылки, который напоминает нам о том, что есть в мире души, думающие о нас. Нам это нравится, становится легче в столь тяжелой и суровой обстановке Отечественной войны. Так пишет рядовой боец Морев. 8 марта 1943 года Смирновой, секретарю комитета ВЛКСМ. Однако в большинстве случаев мы мало что знаем о людях, написавших письма с фронта, как и о тех, кому они были адресованы. Часто в распоряжении читателя оказывается только одно письмо, однако встречается и комплекс писем одного автора. Здесь можно выделить письма красноармейца Семенова, родным о пребывании в учебной части и своих фронтовых буднях. Что характерно, все письма Семенова написаны красочным, живым языком. Вот как он описывает место своего пребывания в Костереве 20 июля 1942 года. Больше же приходится жить в лесах, так было в Чебаркуле. Так живу я и теперь. Разница только в том, что там землянки, а здесь в палатке. Только теперь я успел рассмотреть, какие чудесные места имеются у нас. Чтобы рассмотреть красоты природы, нет надобности ездить по Кавказам. В нашей средней полосе на каждом шагу встречаются прекрасные виды. Мы обитаем в чудесном сосновом бару на берегу речушки, впадающей в Клязьму. Война и победа без жертв не бывает. Так по-жизненному точно определил трагические реалии войны автор одного из фронтовых писем, боец Алексеев. Трудно не согласиться, что тяжелейшая миссия – это сообщать родным и близким о гибели дорогого им человека. Однако, как бы это было непросто и тяжело, это необходимо было делать. Так называемые похоронки могли приходить как от боевых товарищей погибших, так и от командования. Так Шпортика пишет матери погибшего бойца. От имени командования подразделения, где служил ваш сын Илья, вынужден сообщить о том, что 19 апреля
1945 года в боях с немецкими танками в районе города Низки, Германия, пал смертью храбрых ваш сын Илья Григорьевич. Он сражался геройски и смело, но фашистская пуля не пожалела этого молодого, веселого парня и оборвала его жизнь так внезапно. Командование и его друзья выражают вам, дорогая мать, свое соболезнование. Он похоронен со всеми надлежащими почестями. Написано официально, без лишних подробностей, констатируя лишь трагический факт войны. Но уже в другом письме, все тот же Шпортико, отвечая на присланное сестрой погибшего Самукова письмо, пишет: «Я знаю, что мое письмо не принесло вам радости, но что я могу сделать? Я в этом не виноват. Я лишь считал своим долгом написать о гибели своего лучшего друга, а вашего дорогого вам брата Илюшу. В этом письме, в отличие от предыдущего, уже содержится обстоятельный рассказ о боевых подвигах Самукова и о подробностях его гибели. Какими бы ни были и о чем бы в них ни говорилось, письма с фронта тех, кто оказался далеко от родного дома, являлись тонкой, но прочной нитью, которая невидимыми узами связывала тыл и фронт, оказывала бойцам неоценимую психологическую поддержку, придавая сил и бодрости, помогала выжить и выстоять. В итоге, после знакомства с письмами, пришедшими с войны, осознаешь, что это удивительно простые и в то же время глубоко эмоциональное свидетельство военных лет, наделенное огромной силой воздействия, которую нам необходимо использовать. Через письма фронтовиков молодые люди получают первые уроки мужества и патриотизма, учатся любить и беречь Родину. Думаю, здесь вполне уместно привести наставление из письма Трофимова своему сыну. Между собой драться не надо, а вот когда вырастете, вместо нас будете драться с фашизмом, не с германским, то с другим фашизмом. Детальнее ознакомиться с виртуальной выставкой можно на официальном сайте Государственного архива современной истории Чувашской Республики в разделе «Электронные издания и публикации».